Прывітанне, гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Сёння ў нашай праграме мы паговорым пра дэпартацыю з Польшчы грамадзяніна Беларусі, пра пастанову Савета Міністраў, якая можа сведчыць пра падрыхтоўку да вайны, а таксама пра то, як рэжым Лукашэнкі дапамагае рэжыму Уладзіміра Пуціна ў вайне супраць Украіны. Стаўце, калі ласка, лайкі і пішыце каментары, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуючы гэтаму, гэтае відэа зможа пабачыць як мага больш людзей. А мой гость сёння прадстаўнік арганізацыі «Белпол» Уладзімір Жыгар. Прывітанне, Уладзімір. Добрый дзень. Сёння дзень пачаўся менавіта з таго, што з Польшчы дэпартавалі грамадзяніна Беларусі Дмітрыя Смактуновіча. І вядома, што Павел Латушка вось падчас гэтага працэсу, калі ён знаходзіўся гэты Смактуновіч на нейтральнай паласе, не знаю, ці такое існуе, ну некая нейтральная зона, прасіў пакінуць яго ўсё ж такі ў Польшы, што нібыта ў Беларусі яму можа пагражаць небяспека. Чаму яго дэпартавалі? Ці вам вядома штосьці больш? Ну, насколько нам известно, он перевозил мигрантов от границы. И поэтому было возбуждено уголовное дело в Польше, он был задержан, и потом он был отпущен, потому что он, скажем так, сотрудничал со следствием. И более какой-то информации у нас нету по данному поводу. И, насколько нам известно, в Беларуси, опять-таки, он никогда не задерживался по политическим мотивам, нету, в всяком случае, по нашей информации, возбужденных уголовных дел по политическим мотивам. Ягоная жонка, якая застаецца ў Беластоку, а таксама трое дзяцей, жонка сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабоды, што ў прынцыпе па гэтай справе пра незаконнае пранікненне мігрантаў у Польшу ён быў асуджаны, справа пагашаная, ён выплаціў штраф, і што як бы тут падставаў ніякіх не было. Так тады навошта было высылаць? Ну, здесь уже нужно обращаться к государственным органам Польши, которые, на наш взгляд, имеют основания, то есть принимать то или иное решение. А ці нешта можа Беларусі яму пагражаць, нават калі супраць яго ў Беларусі не заведзеная крымінальная справа, але ў такой атмасферы ён як бы выязджае з Польши, выехаў з Польши в Беларусь? Безусловно. В Беларуси, наверное, нет человека, которому ничего не угрожает. Владимир, вы таксама апублікавалі сёння на вашым тэлеграм-канале, на вашых сацыяльных сетках інфармацыю пра пастанову Савета Міністраў, якая зараз разасланая ў Менгарвыканкаму, аблвыканкамы, іншыя дзяржаўныя органы, і паводле вашай арганізацыі гэтая пастанова можа сведчыць пра тое, што Беларусь рыхтуецца да вайны. Што вы маеце на ўвазе, што гэта за такая пастанова? Ну, это постановление, которое, разослано Мингорисполкому, Белсполком и иные государственные органы Беларуси на согласование. То есть это проект постановления так называемого Совета Министров, регламентирующий добровольное участие граждан в выполнении работ оборонного характера в мирное время. При этом перечисляются такие работы, как устройство траншей, окопов, блиндажей, разбор и ликвидация завалов, расчистка улиц. И там очень-очень много разных нюансов. То есть таким образом режим Лукашенко хочет узаконить в Беларуси такой российский вариант так называемого СВО, когда война официально не объявлена, время якобы мирное, но боевые действия ведутся. Поэтому нужно рыть окопы, возводить оборонительные рубежи и разбирать завалы. Это, по нашему мнению, то есть подготовка такой правовой базы для одного из возможных вариантов развития событий в будущем. И вот это постановление, и до этого тоже принимались различного рода, то есть документы, такие как, например, проверка всех бомбоубежищ Минска, привлечение к воинской службе иностранцев, запрет на выезд граждан, которые, получается, которые должны... Там дословно я не помню, но в общем воинские, которые находятся на воинском учете. Мы передавали не так давно Белсату документы о миграционной политике. То есть в принципе это все звенья одной цепи, которые именно затрагивают такой вот участок. А если вдруг что-то, а если вдруг война? То есть чтобы достаточно ручная такая примитивная вертикаль лукашенковской власти
уже имела методички, что делать в случае, если ситуация начала развиваться вот таким вот образом. Але чым это адрозніваецца ад, напрыклад, іншых дзяржаў у Еўропе, дзе таксама, ў прынцыпе, правяраюцца ім бамбасховішчы, Польша зараз пачынае ўзводзіць усходні шчыт, ініцыятыву Дональда Туска па ўмацаванню з усходняй мяжы. Мне здаецца, такое самае адбываецца шмат дзе. Ну, это не происходит очень много где. Опять-таки, мы говорим о режиме Лукашенко, который, согласно наших данных, которые мы опубликовали в своем расследовании, оружейный барон, говорит о том, что Лукашенко полностью участвует в войне в Украине, снабжая русских различного рода теми же самыми прицелами. В свое время Лукашенко позволил войти армии оккупантов через нашу территорию. Постоянно есть вот это миграционные вопросы, где постоянно на границе Европейского Союза, стран НАТО устраиваются провокации, идут разговоры о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь. Пропаганда постоянно нагнетает вот эту обстановку, постоянно рассказывает о каких-то диверсантах, о каких-то школьниках-диверсантах, террористов. То есть в принципе, вот это вот звенья одной цепи, где Лукашенко формирует такую нормативно-правовую базу для, скажем, если ситуация повернется вот так, что, не дай бог, начнется какой-то такой, пускай, вариант СВО. Вы все-таки организация былых силовиков, тому не могу не спытаться. А вы сами бачите зараз некие передумовы до гэтага, что вот это статус-кво неким чином порушится? Сейчас прямо мы этого не видим. Однако мы видим то, что подготавливается нормативно-правовая база. В Беларуси то, что производит режим Лукашенко, едва ли только касается именно вот такого летнего наступления русских в Украине. То есть у того, что производится, есть перспектива на будущее. И это, конечно, вызывает у нас определенные вопросы. И эту информацию мы определенную получаем, анализируем. Но пока однозначно ничего, конечно же, сказать не можем. Некалькі тыдняў таму вы апублікавалі вялікае расследаванне пра Александра Лукашенка ў рэжыме, якія дапамагаюць расійскім спецслужбам, расійскай арміі, уладам Расіі ў вядзенні вайны супраць Украіны. Вы тады называлі і арганізацыі, якія прадукуюць рознае абсталяванне там і ад БПЛА, і таксама прыцэлы ўжо пра іх узгадвалі. А скажыце, а ці пасля гэтага часу, амаль што месяц мінуў ужо, ці ёсць нейкія палітычныя зрухі або рэакцыя, якая могла б сведчыць пра тое, што гэта памяняецца, гэты ўдзел? Я маю на ўвазе, магчыма, нейкія санкцыі ці ціск з боку Захаду? Ну, давайте немножечко подождем по поводу санкций. Естественно, работа по этому направлению ведется ежедневная. И я думаю, в ближайшее время мы сможем увидеть результаты этой работы. Помимо этого, то, что будет в будущем, мы говорим о том, что было уже. И за последние полгода было введено 2 пакета американских санкций, были введены европейские санкции. Если сравнить эти пакеты и информацию компаний, которые мы показывали в нашем большом расследовании, то, в общем-то, можно там провести такую параллель, да, между теми компаниями, которые внесены в санкционные списки, как, например, тот же самый китайский, полукитайский Shenzhen 5G, и так и вот санкционные пакеты. То есть, будем надеяться, что в ближайшее время будут достаточно хорошие моменты, связанные с этим. А на вашу думку, чаму, калі гэтыя санкцыі ўжо больш як 3 гады супраць рэжыму ўводзяцца, такія вось працэсы маглі адбывацца? Потому что санкции вводились достаточно неправильно, потому что информация по поводу санкций передавалась неполная. То есть мы понимаем санкции как? Мы видим полную картину, полную цепочку предприятий, событий. И мы знаем, где пересекаются, скажем так, наибольшие потоки. И изначально нужно бить не по хвостам, а именно бить вот в эти точки, чтобы разбивать цепочки, чтобы
производство даже того же самого прицела становилось дороже. Чтобы в конечном итоге привести к такому уровню дороговизны этого прицела, что производить его просто будет невыгодно для Беларуси, потому что в данном случае именно Лукашенко является инициатором производства всего, и на этом он хочет заработать. То есть, чтобы он это не производил, чтобы он на этом не зарабатывал, нужно сделать ситуацию так, чтобы цепочка обхода санкций была слишком дорога для него. И поэтому, да, санкции вводились, как по нашему мнению, по остаточному принципу. Потому что люди, которые этим занимались, они не знали всех этих схем. И просто вводили санкции, били по хвостам. И для режима Лукашенко это было, конечно, неприятно, но не смертельно. Не ведаю, ці ви бачили розслідування проєкту «Бюро» наконт бізнес-імперії, які назвали Віктора Шеймана, і там бізнесовцам беларускім, которые абслугоўваюць гэтай кампаніі Віктора Шеймана. І адзін з аўтараў гэтага расследавання быў у нас у гасцях Алексей Карпека, я бачу на Твиттері, ён пісаў, што ён вельмі моцна здзівіўся, калі бачу, што нават на сваіх сайтах у інтэрнэце гэтыя людзі практычна адкрытым тэкстам прапануюць, як правільна абыходзіць праз іх кампаніі санкцыі і як яны это робяць. То бок фактычна не існуе ніякіх інструментаў, каб забараніць такія рэчы, так? Почему? Во-первых, вот эта информация, которую сделала Бюро Медиа, это была информация, которая изначально обработана была нами, то есть эта информация была Мы делали расследование совместное с Белсат о краже земли в Сочи, и то есть уже информация, мы поделились этой информацией, она начала работать дальше. Когда ты знаешь, как работает режим Лукашенко, когда ты понимаешь всю схему того, как что-то производится, ты понимаешь, в какие места необходимо давить то есть максимально, с максимальным эффектом. И поэтому, увы, так получается, что за последние, даже так скажем, 4 без малого года реально санкциями не занимались. То есть просто, когда многие люди думали, что ты передаешь какой-то большой том или там 200 листов каких-то списков и говоришь, на выбор можете вводить санкции, то так это не работает. Тогда все партнеры принимали решение вводить санкции против компаний, на которые есть максимальное количество каких-то доказательств. Опять-таки, как правило, это было из открытых источников. Но эффективность этих санкций, она была очень небольшая. Но и в данном случае уже мы, белорусские демократические силы, являемся инициаторами введения санкций на те компании, которые, во-первых, никто никогда не знал. Никто не знал, как они вовлечены в производство того же самого вооружения для русских. И мы объясняем и показываем, почему это важно, как с точки зрения экономического давления на режим Лукашенко, так и с точки зрения не поставки того или иного оборудования русским, потому что оно через некоторое время может оказаться, опять-таки, на передовой. А на вашу думку, які сёння кавалак беларускай эканомікі працуе менавіта на ваенную машину ў Расіі? Ясна, што прыцэлы ці беспілотнікі гэта такая канкрэтная дапамога для арміі, але ж можа некаторыя рэчы таксама ўскосна пастаўляцца. Раней гаварылася пра Белшыну, нібыта яна там пастаўляе. Огромное количество. Только по одному виду прицелов, которые мы рассказывали в нашем расследовании, задействовано 33 белорусской компании. Это только один прицел. Если говорить в целом, то эта цифра в десятки раз больше. То есть в настоящее время, начиная от большого предприятия, заканчивая какой-то, мастерской в гараже, может хоть что-то производить в интересах гособоронзаказа русских, то есть производить какое-то вооружение, которое в конечном итоге попадает на фронт и убивает украинцев. Я не могу не спытацца пра гэтых людзей у Беларусі, которые працуюць на гэтых заводах. Як на вашу думку, што яны павінны рабіць і як да іх павінны ставіцца іншае? Таму што па сутнасці яны прыходзяць туды, дзе працавалі і да вайны, і робяць, я думаю, тое самае, што рабілі раней. Сёння яны даведваюцца, што гэтыя рэчы ідуць на вайну супраць Украіны, неўзабаве супраць іх могуць уводзіцца санкцыі. Мы опять-таки исходим из того, что война уйдет уже не год и не полгода, и поэтому эти люди как минимум должны опять-таки подвергаться санкционному давлению.
Это раз. У тым ліку рабочие, так? Ну, в том числе. Извините, мы не знаем других методов, других способов, чтобы как-то это прекратить. Тут же нужно понимать. Я сам работал в свое время на машиностроительном предприятии, и я прекрасно знал, что, куда и для чего поставляется. И эти люди тоже знают это. И то огромное количество таких фирм-прокладок, вот, которые мы показывали, например, лаборатория аддитивных технологий, руководителем которой является Чивель, который спокойно ездит в Европу, лечится во Франции, жена живет в Сент-Этьене, сын живет в Вильнюсе. Это была одна из наших основных тем, когда мы посещали Францию, чтобы довести до французской стороны вот эту проблему, что вот такие русскомирцы, которые зарабатывают на крови, они спокойно приезжают в Европу, они здесь никому не были известны, они заключают какие-то контракты на поставку какого-то оборудования, которое попадает в Беларусь. Из него потом непонятная компания, потому что заявленная деятельность, там, лаборатория аддитивных технологий, компании там, Grosswerk Group, там, Руксервомото, это вообще не связано с производством какого-либо вооружения. И вот это попадает оборудование на такие вот предприятия, из них производятся какие-то детали, там, запасные части, там, тем же самым условно прицелом, это поставляется в Россию, и потом это попадает на фронт. И поэтому, да, санкционное давление должно быть как на все эти компании, на руководителей, так и, увы, на тех работников, которые, они свой моральный выбор они уже сделали. Они приняли решение, они знают, что они производят, и они согласны с этим, потому что им платят, если не ошибаюсь, на пеленге от 4,5 тысяч рублей до 9,5 тысяч рублей. Они согласны с таким, значит и мы согласны. И мы будем продолжать осуществлять именно вот эту деятельность, чтобы эти люди не попадали в Европу и не тратили вот эти кроваво заработанные деньги в Европе. У Расіі кампаніі, якія працуюць у структуры вайскова-прамысловага комплексу, вельмі часта падвяргаюцца нападам. Невядома дакладна, хто іх учыняе, ці гэта ўнутры Расіі, ці гэта украінцы нейкім чынам. Але вельмі часта гаворыцца пра штосьці падобнае на тэрыторыі Беларусі. Ці вы думаеце, што ёсць нейкая пагроза, што вось гэтыя, напрыклад, прадпрыемствы, якія ў тым ліку вы апублікавалі, што яны могуць стаць цэлем, я не ведаю, зноў жа, нейкіх дыверсій у Беларусі? Это явно вопрос не к нам, как говорится, всякое может быть, но опять-таки эти предприятия, которые прекрасно знают, что они там маленькие, побольше предприятия, они знают, что они сотрудничают с санкционными компаниями, они знают, почему эти компании находятся в санкционных списках, и они условия игры принимают. Поэтому минимум, что их ждет, минимум, это санкции, а максимум бывает по-разному. Дарэчы, а калі сёння спыніць все гэтыя кантакты з Расіяй, на ўвазе гэтых беларускіх кампаній, наколькі гэта будзе моцным ударом для эканомікі? Колькі гэта можа прыносіць грошай у бюджет? На самом деле сейчас бюджет белорусский очень серьезно зависит от производства, скажем, оружия или каких-то узлов, механизмов для российской армии. Очень сильно. Потому что если брать, например, мы когда-то рассказывали про Амкадор, это абсолютно убыточное предприятие, которое живет за счет государственных кредитов, дотаций, каких-то там льгот. Его продукция, то, что они производят, это не нужно никому. И даже их основной рынок сбыта, то есть Россия, уже сейчас проигран китайцам. Поэтому Амкадор не придумал ничего лучше, как производить через завод СВТ ударное БПЛА. То же самое касается и многих других предприятий, потому что техника белорусская, она достаточно дорогая, она не самая качественная, и на основном рынке сбыта, с учетом, опять-таки, введенных санкций, то есть на территории России как основной рынок сбыта, они уже сейчас проигрывают китайцам. МАЗ, мы тоже рассказывали про автобусы МАЗ, которые горят именно потому, что в свое время там стояли двигатели компании Mercedes, а после введения санкций там стали устанавливаться двигатели китайской компании. То есть, опять-таки, они проигрывают китайцам, потому что китайцы делают дешевле, они делают даже качественней, и им ничего не остается, как делать какие-то детали, какие-то узлы, механизмы в рамках оборонзаказа.
Уладзімір, дзякуй вялікі вам. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння маім госцем быў прадстаўнік арганізацыі «Белпол» Уладзімір Жыгар. Мы гаварылі пра расследаванні, якія гэта арганізацыя робіць і публікуе на Ютубе. Мы таксама раім заходзіць на гэты Ютуб. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі «Пік свабоды». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.